Я, Габасов Руслан Салаватович, руководитель комитета Башкирского национального движения за рубежом, общественный, национальный и политический деятель Республики Башкортостан, обращаюсь к тебе, Ради Хабиров. Ради Хабиров, ты не являешься главой Республики Башкортостан. Ты лже-глава Республики Башкортостан, а на самом деле ты гауляйтер Республики Башкортостан, ставленник путинской террористической преступной власти. Тебя назначили сюда, в республику, для того, чтобы ты преследовал интересы преступной путинской власти. И первые твои слова были на посту главы Республики Башкортостан, что я приехал сюда оправдать доверие Путина. Нормальный же глава, нормальный руководитель республики, если он честно избран от народа в Республике Башкортостан, сказал бы, что он хочет оправдать доверие жителей Республики Башкортостан. Это говорит о том, что ты не заинтересован в развитии республики. Ты заинтересован только в том, чтобы исключительно действовать так, как скажет Путин, ну и одновременно обогащаться. Итак, я тебя, Ради Хабиров, обвиняю по следующим пунктам. Первое. Я обвиняю тебя в разграблении, в воровстве, в уничтожении экономики Республики Башкортостан. Ты приехал сюда со своей командой для того, чтобы грабить. Твоя воровская сущность была понятна еще давно всем тем, кто знает тебя еще со времен Рахимова. Недаром Муртаза Рахимов, первый президент Республики Башкортостан, завел на тебя уголовное дело и хотел тебя посадить как коррупционера, вора и взяточника. Ты успел сбежать, к сожалению, это не получилось тебя посадить, но мы тебя обязательно посадим. На сегодняшний момент ты довел Республику Башкортостан до краха, до экономического краха. Ты поставив премьер-министром еще одного вора, насильника, Андрея Назарова, своего друга, так называемого. Вы вместе в тандеме обворовываете республику и обогащаетесь за ее счет. Республика Башкортостан, которая досталась тебе с профицитом бюджета, сегодня это глубоко дотационный регион, который вечно просит у Москвы подачек. Ты обвиняешься в том, что ты разграбил, еще раз говорю, экономику Республики Башкортостан, продал ее предприятия, что ты не решил вопросы с теми реформами, которые назначил сам изначально в начале своего правления. Ни транспортной реформы, ни ЖКХ, не построил дороги, не решил проблемы с карьерами в Республике Башкортостан. Все, что ты начал, все это не закончено. Единственное твои достижения – это праздники, это строительство памятников, которые ты строишь только для того, чтобы оставить о себе какую-то память. Именно ты завел сюда клан своей жены Карины Аветисян, которые впились в Республику Башкортостан и сосут из нее все экономические соки. Они оседлали все тендеры. Именно они во всех строительных отраслях получают заказы и обогащаются. Через них обогащаешься и ты. Мы все прекрасно знаем, о ком идет речь. Поэтому я обвиняю тебя в разграблении республики, в уничтожении. И все, что ты сегодня делаешь, катастрофическими последствиями скажется в будущем на Республике Башкортостан. Второй пункт. Я обвиняю тебя, Ради Хабиров, в том, что ты преследуешь и уничтожаешь оппозицию Республики Башкортостан. В нормальном демократическом государстве оппозиция должна быть. Это все прекрасно знают. Ты же со словами, что власть захватывают и никому просто так не отдают, уничтожил всех оппозиционных, известных политических, общественных деятелей. Уничтожил, имеется в смысле не физически, ты их всех посадил. Ты запретил организацию Башкорт, признав ее экстремистской. Именно ты инициировал преследование
этой национальной большой общественной организации, преследовал ее лидеров, участников. Мы все прекрасно помним, как ты говорил в прямом эфире на «Эхе Москвы», на радио «Эхо Москвы» в Уфе, о том, что ты будешь беспощаден к организации «Башкорт» и ее членам. В последующем организацию запретили. Именно при тебе был посажен известный башкирский политический деятель Айрат Дильмухаметов на долгие 9 лет. Только за то, что он много о тебе знал и заставлял тебе конкуренцию. Баллотировался на пост президента Республики Башкортостан. Именно ты посадил Рамилю Саитову на первый ее срок, на 3 года. А после того, как она вышла, через полгода снова посадил ее, и сейчас она находится в следственном изоляторе. Именно ты написал заявление на Фаиля Алсынова, известного башкирского политического общественного деятеля. Ты преследуешь его давно, потому что знаешь, что он пользуется популярностью и уважением в башкирском народе. Не только в башкирском, но и вообще у жителей Республики Башкортостан. Ты для того, чтобы уничтожить всю конкуренцию, политическую конкуренцию, кто тебе может составить ее, их всех уничтожаешь. Именно ты, я знаю, замешан в том, что посадили моего брата Фаридинова Рустама Фанилевича. Ты приложил к этому усилия для того, чтобы постараться надавить на меня и ликвидировать меня как политического деятеля. В этом во всем замешан лично ты, все твои политические амбиции. Поэтому я обвиняю тебя в том, что ты в преследовании, в арестах и посадках оппозиционных деятелей. Именно ты также приложил руку к посадке Лилии Чанышевой. Да, я знаю, что к этому ко всему причастны также и ФСБ, и МВД, и Центр по борьбе с экстремизмом, и прокуратура, и так далее. И все вот эти карающие органы Российской Федерации. Но ты вместе с ними в тандеме участвовал в преследовании и посадках оппозиции. Ты указывал и показывал, на кого и как сажать. Это всем прекрасно известно. Даже тот факт, что ты лично написал заявление на Фаиля Алсынова, говорит об этом. Поэтому я обвиняю тебя в преследовании, в посадках оппозиции. Следующий пункт, по которому я тебя обвиняю, это в массовых избиениях жителей Республики Башкортостан, в запугивании, в репрессиях. Именно ты организовал массовое избиение и побоище жителей Республики Башкортостан на горе Куштау 15 августа. А до этого 10 августа ты ночью отправил туда несколько сот тетушек. 15 августа руководили избиением твои близкие подчиненные люди, которые сегодня окружают тебя. Это Абдрахманов, Азамат Абдрахманов, Азат Бадранов, Кельсинбаев, Урал Кельсинбаев. Именно они участвовали в организации избиения, в организации отрядов тетушек, которые избивали людей. Помимо этого, помимо избиения на Куштау, ты избивал общественных, по твоей команде избивали общественных деятелей. Твои люди замешаны непосредственно в этом таком, как избиение Ильдара Юмагулова. Замешан непосредственно твой близкий руководитель, близкий подчиненный, это Азат Бадранов. Ты сжигал машины общественным деятелям, таком, например, как Руслану Нурдинову. Ты разбивал стекла на машинах. Точнее, не ты, а твои люди по твоему приказу. Развешивали объявления с запугиваниями. Разбивали стекла. Преследовали и запугивали оппозицию. Все это началось при тебе. Весь этот террор, весь этот ужас в Республике Башкортостан начался именно при тебе. Поэтому я обвиняю тебя в избиениях, в запугивании, в репрессиях против общественных деятелей и вообще против всех, кто не согласен. Именно ты посадил огромное количество людей, завел на них уголовные дела, наложил множество штрафов только за их политическую общественную деятельность. Только за то, что они говорили то, что думали, то, что они не согласны с чем-то, с твоим правлением. Следующий пункт, по которому я тебя обвиняю, это в убийстве тысячи мужчин. Точнее, в соучастии в убийстве тысячи мужчин, жителей Республики Башкортостан. Ты со своей пропагандой войны в поддержке
Путина в том, что он напал на Украину, здесь развернул сильнейшую пропаганду военную, создал несколько национальных батальонов, куда ты пригласил, куда ты позвал, заманил обещаниями, деньгами множество мужчин, именно жителей Республики Башкортостан. Тем самым ты пытаешься подражать Рамзану Кадырову. Но ты отличаешься тем от Рамзана Кадырова, что Рамзан Кадыров, хоть он и жестокий, коварный, но он умный политик. Он, создавая свои национальные чеченские батальоны, он туда набирает мужчин из всей Российской Федерации, разных национальностей, с разных регионов. Собирая из них военное формирование, он дает им чеченские имена и отправляет их в Украину. Ты же собираешь батальоны только из жителей Республики Башкортостан, обеспечивая все эти батальоны за счет бюджета Республики Башкортостан. И именно поэтому Республика Башкортостан на сегодняшний момент занимает твердое третье место по числу погибших. Нету таких дурных руководителей в Российской Федерации, как ты. Все остальные руководители регионов стараются беречь своих мужчин, стараются как-то оградиться от этой войны. Да, они отправляют гуманитарную помощь, да, они отправляют какое-то количество людей в Украину, но делают это они максимально стараясь беречь своих жителей. Ты же не бережешь их. Ты для того, чтобы усидеть на месте главы, ты делаешь все для того, чтобы угодить Путину. И это ты возмещаешь жизнями жителей Республики Башкортостан. Тысячи мужчин убито уже, больше тысячи, там, несколько тысяч уже. Несколько сот сидят в плену из жителей Республики Башкортостан. Несколько тысяч остались инвалидами. Сколько семей осталось без своих мужей, без сыновей, без отцов. И это во всем виноват ты. Непосредственно ты, Ради Хабиров. Я тебя обвиняю в геноциде жителей Республики Башкортостан, геноциде башкирского народа. Все это скажется катастрофически, демографическим провалом в будущем на Республике Башкортостан. Чтобы понять, насколько эффективно, в кавычках, действует твоя команда, видно, сколько твоих руководителей, сколько твоих министров на сегодняшний момент сидят или находятся под уголовным преследованием. Это твоя команда, это именно твои квалифицированные кадры. Ты, Ради Хабиров, вор, взяточник, убийца. Ты делаешь все для того, чтобы уничтожить Республику Башкортостан. Поэтому я обвиняю тебя по всем этим пунктам, и в будущем они лягут в основу обвинения. И ты обязательно сядешь на долгие годы. Я уверен, что ты уже не выйдешь до конца своей жизни из тюрьмы. Ты преследуешь мою семью, ты организовал травлю моих родителей, где на улице их травят из-за меня, из-за моей деятельности. Ты организовал, еще раз говорю, посадку моего брата Фаридинова Рустама Фанилевича. Я обвиняю тебя в этом непосредственно, тебя, Ради Хабиров. Ты понесешь наказание. Я буду действовать так, чтобы ты обязательно понес наказание в этой жизни. В следующей жизни тебя накажет Аллах. Всем спасибо за внимание. Хаубулага.